К другим темам. Сегодня в зале заседания правительства прошло заседание Общественного совета по развитию калмыцкого языка при главе Калмыкии. В ходе мероприятия состоялось избрание состава и президиума Общественного совета и его структуры. Участники встречи говорили о состоянии и приоритетных направлениях развития родного языка. Также был намечен план работы. С подробностями наш корреспондент Светлана Аджиева. Ученые, преподаватели, общественные деятели. За одним столом собрались те, кто душой болеет за сохранение и развитие родного языка. Калмыцкий язык, наряду со многими другими языками, стремительно исчезает. Об этом говорили сегодня на мероприятии. Открывая заседание Общественного совета, глава республики отметил, что в деле сохранения языка необходим государственный подход. То есть, если это не сделаем мы, то уже, наверное, никто этого не сделает. Попробуем поработать, чтобы за нами или после нас уже действительно остался какой-то след и наследие, чтобы наши потомки могли все-таки на что-то опираться и гордиться. То, что будет действительно воспринято и народом, и той же молодежью, чтобы люди были мотивированы изучать, сохранять и поддерживать свой родной язык. Языковая ситуация в регионе вызывает тревогу у ученых и преподавателей. Калмыцкую речь можно услышать лишь в отдаленных поселках. В первую очередь нужно сознание каждого, кто себя сегодня считает калмыком, внутреннее сознание, внутренний, наверное, переворот души, сознание всего, чтобы мы изучали калмыцкий язык. А изучить его нет никакой сложности, нет никакой. У нас на генетическом уровне родной язык находится, нужна только наша мотивация каждого человека. И, конечно, для этой мотивации нужно какие-то усилия. То есть это переиздание калмыцкой литературы, о чем сегодня говорили, это рассмотрение учебных пособий по калмыцкому языку, это телевидение, радио, культура, которая захватывает всю область пропаганды нашего калмыцкого родного языка. На заседании было рассмотрено 8 вопросов, избран совет и президиум организации. Заседание провели в форме дискуссии. Члены совета задавали наиболее проблемные вопросы, требующие безотлагательного решения и вмешательства со стороны главы республики. Сегодня было много предложений, да. Я считаю, что это действенные предложения. Конечно, некоторые из них более затратные, некоторые менее затратные, но тем не менее они должны внедряться в жизнь, а там уже какое-то из этих действий, да, оно уже даст мотивацию, причину, да, для развития калмыцкого языка. Сегодня были озвучены такие, допустим, предложения, как создать курсы с Дмитрием Петровым. Да. Во-первых, это популяризация калмыцкого языка на федеральном масштабе. На сегодняшний день среди молодежи Калмыкии наметилось нарастание интереса к изучению калмыцкого языка. Многие пишут стихотворения и песни на родном языке. Такое стремление необходимо поддерживать, ведь благодаря подрастающему поколению есть шанс сохранить родной язык для будущих потомков. Все усилиями всех людей, которые сегодня присутствовали на этом совете, те, кто сегодня преподает в школах, те, кто преподает в детских дошкольных учебных заведениях, усилиями всех людей мы имеем большое право на будущее и калмыцкому языку жить. Всех членов совета мы разделили условно по направлениям, 5 групп всего, соответственно, будем начинать работу в группах, затем это все медленно, не спеша, систематизировать, чтобы в целом потом уже плавно идти вперед. Сохранение и развитие калмыцкого языка является одним из приоритетных направлений правительства республики. Уже в ближайшее время будет разработана программа по развитию калмыцкого языка, реализация которой будет на контроле главы республики. Светлана Аджиева, Максим Мятежный, информационная программа «День республики».